Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какие пути дорожки для вас скоро откроются. Если тема интересна, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, какие пути дорожки для меня скоро откроются. И не забудьте поставить лайк, чтобы это предсказание у вас исполнилось. Итак, я думаю, вы все готовы, настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы моими руками, пусть откроют мне то, что сейчас скрыто, и то, о чем я желаю услышать и узнать. Так. Ну, красиво, честное слово. Давно я не видела таких приятных отсыпок. Здесь действительно вышло очень много дорог. Дороги как и дальние, так и ближние. Дороги успеха, дороги радости, дороги исполнения. Давайте по порядочку пойдем. Я вам все расскажу, все, что я вижу. Вот есть у меня человечек на отсыпке. Человечек вверх ногами. Жизнь как-то резко поменялась. И каждое новое изменение человечка пугает, потому что становится сложно, потому что не вижу будущего. Надежда уходит, страхи приходят. И человечек уже вот вверх ногами висит в каком-то подвешенном состоянии, ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз, и не понимает, к чему готовиться и что будет дальше. Человечек еще не знает, что скоро ему навстречу идет рука. Рука друга, посланного высшими силами. Вы знаете, мои хорошие, вот вам идет действительно человек, вот как защитник, спаситель, спасатель, вот как ни назови, человек к вам расположен, человек к вам вот прям, ну, вот и душу, и сердце, да, вот прям перед вами выложит. Прочувствуются ваши истории, вашими неприятностями. Огромное желание, вот невероятное желание вам помочь, что-то для вас сделать. Вот этого человека его посылают высшие силы и духи вашего рода. Вы не безнадежны, нет. Просто вы не видите, вот просто не видите, у вас мара на глазах, вот страхи, сомнения, тревожность. Вот из-за этого у вас как такая пленочка на глазах появилась, и она искажает картинку. Вы не видите выхода, вы не видите дорожки. А вот тот, кто вам руку подаст, он вас за руку вот на ту дорожечку и выведет. Дорожечка в новую жизнь. Там, где все просто, все ясно, без надрыва, без страданий, без страха, без истерики, да? Где ясный, четкий путь. Живешь по правилам, получаешь это, и, в принципе, там как планируешь свое будущее, строишь планы, идешь, осуществляешь, развиваешься. Вот, вам идет именно дорожка, да, новая дорожка, но она рядом с вами. Вот она рядом с вами и, так знаете, петляет вокруг вас. А вы ее не видите. Просто не видите. И, ну да, в подвешенном этом состоянии вам нужен человек, кто вас с этой петли снимет, кто откроет вам глаза, снимет эту пленку, повязку, вот как ни назови, и выведет вас на этот новый путь. Сразу хочу сказать, вот особенно для женщин, это мужчина. Мужчина, который вас не только спасает, но и который вам становится партнером, надежным сердечным другом. Понимаете, тут и про любовь, и про дружбу, и про выручку, и про, пожалуйста, рука и сердце, я к вашим услугам. Садитесь, поехали. Вот такая история, девочки.
Особенно это касается девушек, кто живет, ну не знаю, какое-то место, вот даже само по себе место какое-то безнадежное. У вас, возможно, детки есть, либо люди, о которых вы заботитесь, может быть, родственники ваши пожилые. И вы все время думаете, да, ну вот как, да, я, может быть, одна что-то бы смогла, но вот у меня дети, вот у меня там родственники, вот как. А вот этот человечек, он вас и всю вашу вот эту дружную компанию всю спасет. Вот идет вам такой посланник. И знаете, этот человек вам был обещан. Он был вам обещан, и вы точно о нем слышали, возможно, даже и не раз. Может быть, кто-то вам пожелал этого человека, да, вот за вашу доброту. Вот сказала вам какая-нибудь случайная, там, встречная, поперечная женщина. Говорит, вот жениха тебе хорошего, да, либо кто-то вам пожелал, предсказал, может быть, даже. Вот идет вам обещанный человек, который вас и спасет, и обогреет, и успокоит, и вот эту новую вам жизнь, эту новую дорогу, он вам и откроет, и покажет, и вместе с вами рука об руку пойдет по этой дороге. Так что не переживайте, не волнуйтесь. Если вы мужчина, смотрите меня, здесь у вас немножко по-другому пойдет, но тоже идет через руку помощи. Эту руку помощи вам окажет, ну, такой же мужчина, как и вы, который как будто бы уже это все прошел. То есть был в таком же положении, как и вы, столкнулся с такими же проблемами. И этот человек вот посмотрит, себя увидит, испугается, потому что помнит, как это было сложно, страшно. И вот прям поможет, спасет, выведет, предложение вам какое-то сделает. Знаете, вплоть до того, что вот абсурдное, да, скажет, ладно, там у меня там не очень много всего, но я с тобой поделюсь. Вот давай я тебя спасу. Вот нравишься ты мне, как человек. Да, вот такая идет помощь. Дальше, мои хорошие. Здесь мне еще очень нравится человек с инициалом, вот буква либо Б, либо Д. Да, вот такой человечек идет. Человек как копилочка со знаниями, такой сундучочек, да, со знаниями. Очень умный человек. Его знания, либо применение его знаний вам во благо. Если проблемы со здоровьем, то вылечит. Если какие-то другие проблемы, подскажет, научит, подтолкнет, расскажет, объяснит. Вот так вот идет Д, либо Б. Такой человек. С этим человеком вы в какой-то прям очень непростой ситуации повстречаетесь. То есть я вижу так, у вас дорога, но дорога такая острая, с каким-то осложнением, с какой-то проблемой. Вот вы куда-то пойдете, а к вам там, может быть, плохо отнесутся, либо, знаете, как скажут, там, у вас там документов не хватает, либо что-то вы там неправильно делаете, либо вы там, вам не положено, да. И вот этот человек, он будет рядом стоять, он это услышит, увидит, как за вас вступится, либо как-то, вы знаете, вам посоветует, порекомендует. Тоже, знаете, как вам открывает эту сложную дорогу, где вы сами самостоятельно, вернее, пройти не можете. Дальше идем. Здесь у меня мужчина и женщина, но они разделены как раз-таки дорогами. Они друг к другу бедненькие тянутся, стремятся, стучатся, вот пытаются друг до друга дотянуться. Но дорога вот прям сложная, она все больше и больше как будто бы расширяется. Да, вот расширение идет либо по километрам, либо по времени. Вот. И вы, бедненькие, вот никак свою любовь реализовать не можете. Вот чтобы вы понимали, здесь нужны определенные усилия со стороны женщины. Я порекомендовала бы женщине сделать чистку и себя, и вот этого мужчины. Значит, там какая-то зависть вот прям идет, да, вот прям, ну, глаз вышел, да, завистника глаз, причем такой змеиный глаз, да, это прям 100% вот прям верняк, да, что вас глазит, либо ваши отношения глазят. От кого идет глаз, я не скажу, мне просто глаз показали, но здесь желательно чистку сделать, себе сделать и мужчину тоже почистить. У вас все наладится. Ваша дорога вот после этих ваших чисток, она начнет сужаться. То есть у вас больше будет возможности на то, чтобы съехаться, встретиться, общаться, вместе быть, да, и выстраивать ваши отношения. Дальше, мои хорошие, у кого-то есть соперница-разлучница. Ну, тут именно в любви соперница. Очень коварная личность. Такая, знаете, ну вот просто какая-то маньячка, да, вот в плане действий, поступков, слов. Очень много агрессии
и очень много вот жесткости. Вот она такая прям жесткая, жестокая, очень нехорошая личность. Вот эту женщину, ее как бы дорога погубит. А в каком плане, я не могу вам сказать, но что-то произойдет именно в дороге. Вот у вас дорога идет вверх, а у нее дорога, наоборот, идет вниз и тупиком заканчивается. То есть, может быть, какой-то, ну, как бы это нехорошо говорить, да, но там, не знаю, может быть, какая-то ситуация на дороге, может быть, ей нужно будет куда-то уезжать, и она уже уезжает и назад не возвращается. То есть ее дорога идет вниз в тупик, а ваша идет, наоборот, таки вверх, в развитие. То есть у вас как освобождение от этой соперницы идет. Дальше идем. Здесь у меня прекрасный вырисовался чайник, но он, правда, такой худенький чайник. Ну, чайники, да, мы привыкли, что они такие пузатенькие, да, кругленькие. Форма у них у всех такая вот шарообразная. А тут чайник больше похож на прямоугольник. Но чайничек начинает кипеть, у него ручка хорошая прорисовалась. Ручка — это, конечно же, тепло, это партнерство. Это все-таки про семью, которая формируется. Может, в вашей семье сейчас нет лада, нет добра, вы ругаетесь, вы спорите, вы ссоритесь, может быть, даже о разводе думаете, а может быть, вы уже как-то разошлись, в паузе, в глубокой находитесь. Вот, чайничек начинает кипеть, начинают развиваться события. Вы друг другу по судьбе. И ваша семья, она не однодневка, эта семья была сформирована высшими силами. Если вы вспомните, как вы познакомились, как вы сошлись, там же очень много удивительных событий происходило. Вы думаете, это просто так? Нет, это не просто так. Вас искали в пару очень долго, нашли, вас свели, пытались всеми правдами и неправдами вас загнать в этот брак, либо в эти отношения. Для чего? Для того, что вы должны либо родить прекрасных деток, либо вы должны воспитать, либо что-то вместе вот прям создать. Это первостепенная задача. Второстепенная задача — это какое-то общее дело. Вот с вашим мужчиной, да, либо мужчина меня смотрит, с вашей женщиной. Что-то вы должны вместе делать. И сейчас критический период вы свой проживаете. У вас здесь идет какая-то короткая поездка, совместная поездка. И в этой поездке у вас идет примирение. Примирение, восстановление. Ну, как говорится, мир, пир и добрые люди. Вот как бы у вас так идет. То, что вы там себе уже перечеркнули, что я вижу, ну, обиженные люди, вот и мужчине кажется, что все, и женщине кажется, что все, какие-то претензии, там, обидки, там прям такие списочки, да, составленные, это все ерунда. Вы помиритесь. Короткая дорожка, да, вот какое-то совместное путешествие, но на короткую дистанцию вас обязательно помирит. Все будет замечательно, не переживайте, даже не думайте. Вам быть вместе. И ваша семья, она должна добреть, богатеть и разрастаться. Дальше, мои хорошие, здесь кому-то идет путь в науку, в знание, в свою вот какую-то, ну это не реализация даже, это больше как накопление какого-то багажа знаний. Кто-то уже интересуется, а кто-то начнет интересоваться. Это нужно, это полезно. Эти дороги вам прям не то чтобы даже открыты, они для вас чуть ли не первостепенные. Это все как фундамент, да, фундамент для вас, для вашего будущего. Я понимаю, что многие из вас могут сказать: да, мне хочется, я об этом думаю, но нет времени, может быть, нет средств, да, чтобы этим заниматься. Поверьте, то, что вам по судьбе, от вас никуда не уйдет. И будут вам приходить и предложения, может быть, и какие-то уступочки вам будут делать по поводу там оплаты и прочего. Худо-бедно, но вы свои знания, те, которые вам положены, я имею в виду подход, да, путь к получению, вы получите. Базовые знания, очень важные знания, которые вы в будущем будете не только применять, но и также будете передавать другим людям. Это обязательно произойдет, обязательно случится. Дальше, мои хорошие, у вас тут аист вышел. Аист, ну, просто замечательно, идеально. Аисты, они все говорят про деток, да, про рождение деток и про то, что детки ваши будут и красивые, и счастливые, и очень много радости вот от появления деток. Вот аист уже летит.
Кто-то вот в ближайшее время либо забеременеет, либо узнает о том, что кто-то из ваших близких беременная, да. Вот, это очень хорошая новость. И знаете, вот от этого аиста формируется шалаш. То есть, если вы, девушка, встречаетесь, да, и вы не понимаете, стоит ли вам быть вместе, будете ли вы вместе, и тут вы получаете новость, что вы беременны. Конечно же, у вас формируется шалаш. То есть у вас будет брак, у вас будет вот это вот объединение, когда люди, ну, не люблю этого слова, да, обычно там все вот как с поддевкой говорят: о, по залету брак. Мои хорошие, что значит по залету? Это благословение высших сил. Вас благословили, вашу пару, вам дали ребеночка, продолжение и вас, и мужчины. Ну что же в этом плохого? Наоборот, понимаете, это формирование идет. Вот и у вас так происходит. Если вы, например, бабушкой, может быть, станете, вы этого давно хотели, мечтали, а вот дети ваши своей жизнью занимались, говорили: да нам некогда рожать, еще там потом нарожаем. И тут вот прекрасная новость скоро ворвется в вашу жизнь. Дорожка на рождение детей и на формирование вот именно семьи, дома. Дальше, мои хорошие, дорожка. Вот у вас есть либо контакты какие-то, либо люди вот в ближнем круге лукавые, такие хитро сделанные и со своими прям такими прям шкурными интересами. Они вас то ли обхаживают, то ли на что-то уговаривают, то ли вот какие-то вот планы, да, сети плетут против вас. И они как будто бы, знаете, или как летучие мыши, что ли. Какой-то определенный период, да, времени они активируются, либо вас под какой-то определенный период они, ну, как подбивают, да. Вот. У вас с этими людьми дорожки разойдутся. Причем разойдутся после какого-то, ну, яркого события, да. Вот что-то обнаружится, какая-то информация пойдет, какие-то разговоры пойдут. Может быть, вскроется подноготнее этих людей. Это не один человек. Нет, здесь либо 2, либо, может быть, даже 4, 5. Вот это все вскроется, пойдет информация, и у вас прям как разочарование в этих людях идет. Вы разворачиваетесь и уходите. Вы не идете по этому пути обмана, лжи, вот этих вот всех историй там, да, сладко-медовых, а по итогу это смола и деготь. Вы туда не идете. То есть вас как будто бы отводят, спасают, посылают вот яркую такую важную информацию, которая вот все ставит на свои места. Это как гром среди ясного неба, но поверьте, вы будете благодарны этому грому, потому что он вас, ну, как спасет, либо убережет. Дальше, мои хорошие, здесь дорожка на объединение, либо встречу с человеком, с кем вы очень давно не виделись. По разным причинам может отыграться. Но вы этого человека никогда не забывали. Ровно так, как человек вас никогда не забывал. Вы понимаете, вы где-то будете находиться, либо присутствовать. И там вот вы идете с одной стороны, да, а человек идет с другой стороны. Вы вот как посерединке встречаетесь. Вот на какой-то нейтральной территории у вас встреча идет с этим человеком. Не теряйтесь, пожалуйста, не конфузьтесь, пожалуйста. Вот все, что вы хотели, все, что вы думаете и чувствуете про этого человека, скажите. Это очень важно. Не закрыться, а сказать. И тогда ваш путь, он идет совместный, вы уже вместе будете идти. Пусть не рука об руку, но тем не менее, да, вы будете идти одной дорогой. То есть у вас контакт наладится, связь ваша наладится. А там, глядишь, в будущем и действительно рука об руку пойдете. Но если вы закроетесь, если вы, ну как застесняетесь, может быть, либо, ну все бывает, да, все бывает, человек растерялся просто, то путь этот, он, к сожалению, не реализуется. Вот разрешите, вот сейчас посидите и подумайте, вот встречу, вы же знаете, кого вы хотите встретить, встретите, встречу вот то скажу. Хотите, на бумажку себе запишите, чтобы, если растеряетесь, вот достали эту бумажку и прочитали. Обязательно нужно будет сказать то, что вы думаете об этом человеке, чтобы вместе потом пойти. Дальше, мои хорошие, кому-то дорога идет на очень выгодную, перспективную работу, но вам почему-то нужно будет как ехать туда. Вам путь открывается, но куда-то надо ехать. Либо, может быть, нужно будет переезжать, да, чтобы там работать. Либо нужно будет поездить, да, чтобы эту работу найти. Может быть, там на собеседование в одном месте, работа в другом месте. Вот. И какой-то такой маршрут очень
как лабиринт идет, да, сложный маршрут. Но вы идите обязательно, идите, потому что работа, которая вам светит, скажем так, там конечная точка, она очень классная, перспективная, денежная, стабильная. Вот прям понравится, и несложная работа. Вы там многого можете добиться. Но вот сделайте это усилие, походите, поездите, не отказывайтесь. Вот если вам что-то предлагают, а вы думаете, ой, это от меня далеко, не пойду, не надо мне того. Либо там нужно какие-то, может, документы собрать, да, чтобы устроиться на ту или иную работу. Обязательно делайте. Это очень хорошая дорога и очень успешная. Дальше, мои хорошие, здесь переезд у нас идет. Переезд либо в другой дом, либо вообще в другой город. Смотрите, вот вас то ли отговаривать кто-то будет, либо вам кого-то придется уговаривать, чтобы совершить этот переезд. Если поедете, там будет не так, как вы представляете, там будет гораздо лучше, но это как в перспективе. То есть, возможно, вы приедете и скажете, о боже, сплошное разочарование, зачем мы сюда приехали. Но пройдет там буквально месяц, либо там полгода, и вы будете рады сами себе, что вы сделали этот переезд, что вы переехали, поменяли локацию. Не могу сказать конкретную причину, да, что это, но то, что вы будете рады, я вижу. И еще, смотрите, будьте рады не только вы, но и те люди, кто за вами последует, либо кто с вами поедет, либо кого-то там уговорите. Могут быть по первой претензии, что ой, куда ты меня там потащила, либо потащил, а потом человечек поживет, скажет, боже, спасибо тебе сердечное за то, что ты меня перевезла, либо перевез. Да, вот как-то так идет. Так, кто-то у меня думает, что делать. Ехать в большой город, либо оставаться в маленьком, либо наоборот, из большого города переехать в маленький. Вот как поступить, как мне поступить, где для меня будет лучше. Для меня, для моих детей. Значит, мои хорошие, сразу вам говорю, в маленьком городе, либо в маленькой там деревушке вам хорошо не будет. И детям вашим тоже там хорошо не будет. Внешне все так, знаете, идеально выглядит. Какой-то прям пейзаж, и там экология, и прочее. Но вы столкнетесь с какими-то серьезными проблемами, может быть, связанные с какими-то финансовыми вопросами, да, опять же таки, работа, медицинское обслуживание, может быть, какие-то образовательные программы. И опять же таки, человеческий фактор никто не отменял. В большом городе, вот серьезно вам говорю, да, у вас путь идет, дорога в большой город, там, где есть высотные здания, там, где развита инфраструктура, вам там нужно быть. По крайней мере, ну вот ближайшие полгода оставайтесь там, где есть цивилизация. Экология – это хорошо, но когда речь заходит, там, например, о первой медицинской помощи, либо о хорошем образовании для вашего ребенка, ну, поверьте, да, как бы это важнее. То есть подорожник не вылечит так, как умелые руки доктора, имеющего целый там ассортимент всяких приспособлений и девайсов. Вот, подумайте. Я вижу, что вы очень хотите, либо думаете, что будет хорошо, либо кто-то вас уговаривает. Но я лично вот в отсыпке вижу, что вам в ближайшие полгода, минимально, да, в ближайшие полгода лучше оставаться, либо ехать в большой город. Именно где есть люди, цивилизация и все, как говорится, чинно-благородно. Так, ну и напоследок. Здесь вот путь такой, знаете, вот счастливой женщины. Я по-другому и не скажу. Прям тьфу-тьфу-тьфу, да, чтобы не поглазить. Смотрите, женщина красивых форм. И нам вот показали женщину именно хорошую, здоровую. То есть фигурка плотная. Там не палочка, палочка это обычно там, человек в проблемах, сложностях, либо там в болезнях. А когда фигурка такая прям кругленькая, вот смотрите, такая хорошенькая фигурка, это говорит о том, что и здоровье хорошее, и самочувствие прекрасное, и реализованность есть, и человек сам себе рад. Вот мне показали вот такую фигурочку. У этой фигурочки какие-то невероятные покупки. Фигурка прям такая счастливая. Фигурка вот осуществила все. Все, что хотела, все, что задумала, и даже больше. Ждет вас дорога исполнения. Если вы планируете что-то покупать, какие-то покупки, закупки, либо ваш бизнес связан с покупками, закупками, здесь
ну, это просто какой-то даже не дорога, фэст-трек, да, быстрый путь. И съездите очень удачно, прям ту-ту-ту-ту. И скупитесь, и получите, и при деньгах еще и останетесь. С собой будете крайне довольны. Вот прям путь то, что надо. Давно у вас такого не было, может быть, и в принципе никогда не было. Поэтому, мои хорошие, ну вот это самое вот прям, что случится, самое важное в ближайшее время, вот что вас порадует. Поэтому, если вы сейчас думаете ехать, не ехать, закупки, покупки, конечно же, поезжайте. Получите максимальное удовольствие, получите выгоду, ну и со всеми вытекающими, мои хорошие. Так что едьте. Еще раз тут-вот-фу, пусть поскорее исполнится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.